Не довольствуйтесь ворчанием на Бога и ситуативными молитвами то тут, то там, в надежде, что, может быть, Он услышит вас, а может и нет. Не слушайте своих друзей, отнеситесь серьезно к Богу, потому что самое восхитительное в христианской жизни то, что мы с вами можем иметь близкие, личные взаимоотношения с Богом через Его Сына Иисуса Христа, через которого Он участвует в нашей жизни каждый день. Далее в программе «Прикосновение» трепет доверия Богу. И, приблизившись к ним, Иисус сказал: «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Прикосновение с доктором Чарльзом Стэнли. Вера лежит в основе всего, во что мы верим в христианской жизни. Все в нашей жизни связано с верой. Подумайте об этом. Мы верим, что Бог — наш Создатель и Владыка этой Вселенной. Мы верим, что Иисус Христос — Его единородный безгрешный Сын, который пришел в этот мир с целью умереть на кресте, пролив свою кровь, заплатить за наши грехи, чтобы каждый, кто верит в Него, уповает на Него, был спасен. Мы верим, что если мы исповедуем свои грехи устами, то Он простит нас. Мы верим, что однажды, доверившись Ему как своему Спасителю, мы обретаем спасение навеки. Таким образом, Он дает нам дар вечной жизни, вечной безопасности. Мы верим, что наши имена записаны в книге жизни Агнца. Мы верим, что однажды Иисус вернется, чтобы забрать свои. Мы всем сердцем верим, что выйти из тела значит водвориться у Господа. Мы живем по вере и с верой умираем. Все дело в вере. И все же для многих людей это вопрос постоянной борьбы. Помните, Иисус как-то сказал своим ученикам, и даже не один раз Он это говорил: «Почему вы усомнились, маловерные?» Даже те, кто ходили с Ним, часто сомневались в Нем, и даже после Его воскресения. Порой у нас есть такая же проблема. Мы сомневаемся в Нем. Мы просим Его о чем-то, молимся время от времени, и ничего не происходит. И мы удивляемся, почему? По конкретной причине. Потому что мы живем верой. Часто люди размышляют так: Бог-то здесь, то там, то слышит, то не слышит. Но истинная, чудесная, трепетная истина христианской жизни в том, что мы не просто знаем Бога как своего Спасителя, Господа, Хозяина и как Владыку Вселенной. Чудо в том, что мы с вами можем иметь личные, близкие отношения с Богом через Его Сына Иисуса Христа. У нас есть доступ к Нему, святому Богу. Мы можем прийти к Нему, и Он услышит нас. Он ответит на нашу молитву. Он даст нам все необходимое для жизни и многое из желаний нашего сердца. Он всегда рядом. Что бы нам ни было нужно и чего бы мы ни желали, если мы просим по Его воле, Он с радостью отвечает желаниям наших сердец. И все же для некоторых людей этого не происходит. Они как бы молятся в надежде, что Бог что-то сделает. Сегодня я буду проповедовать об одной известной истории из Писания. Вы слышали ее многократно. Помните, что Павел говорил о том, что данное нам Богом в Ветхом Завете учит нас некоторым принципам и преподает нам необходимые уроки. Итак, рассмотрим это событие в Ветхом Завете. Событие воодушевляющее. Одно из самых воодушевляющих в Ветхом Завете. Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 17 главу. Здесь говорится о Давиде, когда он был всего лишь юношей, пастушком. Его отец послал его отнести еду братьям, которые в тот момент были в войске под предводительством царя Саула. Давайте прочитаем это место Писания. Первая книга Царств, 17 глава, начиная с 20 стиха. «И встал Давид рано утром, поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй,
и с криком готовилась к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Итак, все войско Израилева было напугано до смерти. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него. И дом отца его сделал бы свободным в Израиле». А теперь, внимание. «И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» А вот два войска стоят друг напротив друга. И даже Саул, который был царем, напуган. И все войско боится. В течение 40 дней этот парень выступал. Так в чем же здесь было дело? А в том, что Голиаф не просто очередной воин. Текст описывает его одеяние. У него был медный шлем, на нем около 57 килограммов чистой меди слоя. Броня, чтобы защитить его тело. Также у него есть меч. Итак, он выходил и поносил воинство Израилева, и поносил их Бога. Почему бы вам не выйти и не сразиться за своего Бога, если ваш Бог действительно Бог? Вот что происходило, когда на сцене появляется Давид. Он слушает его и слышит, и поэтому задает такой вопрос: кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Итак, Давид говорит: «Я расправлюсь с ним». И как же он к этому готовится? Но он не отходит в сторону, чтобы поупражняться. Нет, он идет к ручью и подбирает себе 5 гладких камней, кладет их в свою пастушечью сумку, и вот он выступает, и в руке у него пастушечий посох. Я знаю об этом из слов Голиафа. Итак, он идет навстречу Голиафу, чтобы тот его увидел. И Голиаф говорит: что это такое? Разве я собака? И проклял филистимлянин. Послушайте, он проклял Давида своими богами. Мне не нужно говорить вам, как это звучит, когда люди проклинают своими богами. «И сказал филистимлянин Давиду: подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Итак, он почти 3 метра высотой, полностью вооружен, прямо как ходячий танк. И он несет всю эту самонадеянную чушь о том, что он сделает. И вот пастушок Давид, который кажется совсем безоружным, как он отвечает ему? Вот что он говорит: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ты уповаешь на свое оружие, а я уповаю на Господа». Так он отвечал ему. И далее: «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». И вот что было дальше. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, что произошло? Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Возможно, это несколько озадачило его, потому что он, вероятно, думал, что когда он подойдет к Давиду, тот поскорее убежит. А вместо этого Давид сам побежал ему навстречу, и по дороге, добежав до определенной точки, запомните это, он достиг определенной точки.
Вот там, с головы до ног, вооруженный великан со своим оруженосцем. А вот здесь Давид, в одной руке палка, ее он, наверное, на тот момент уже отбросил, и вот он достает пращу и вкладывает в нее камень. К этому моменту великан, должно быть, уже внутренне сотрясается от смеха. Он замахивается, а Голиаф приближается. Давид замирает, точно определяет место, где находится противник, и выпускает камень из пращи. И камень попадает прямо в лоб Голиафу. Тот умирает быстрее, чем успевает упасть на землю. Он не просто попал в противника, он попал именно в ту единственную точку, куда нужно было попасть, чтобы смерть наступила мгновенно. И я уверен, что к тому времени его оруженосец бросает щит и убегает изо всех сил. А Давид подходит к нему, вынимает его меч и отрубает ему голову. Поднимает ее вверх. Вы спросите, откуда я это знаю? Потому что все тогда так делали. Он хотел показать филистимлянам, что война окончена. И, естественно, они побежали. И воинство Израилева погналось за ними и стерло их с лица земли одного за другим. Ну, скажете вы, я читал эту историю много раз. Да, я понимаю, но вопрос в том, в чем ключ к победе Давида. А вот в чем. Когда Давид услышал, что говорил великан, понося живого Бога, Бога Яхве, там стояла кучка язычников. И он услышал вот что. На карту было поставлено войско святого Бога, репутация самого Бога. Итак, он услышал его слова. Он понял, что происходит. Он понял, что Саул боится, и все его войско напугано, и он составил свое мнение о Голиафе. И в тот момент, подумайте, что может порой произойти благодаря одной единственной мысли. В тот момент Давид посмотрел на Голиафа, и вот что он увидел. Он увидел хорошо сложенного великана во всеоружии. Он увидел царя Саула. Он увидел то же, что видело войско Израилева. Но он увидел и еще кое-что. Когда Давид взглянул на него, он увидел мертвого великана. Он увидел его мертвым. И, возможно, увидел себя, как он вынимает тот меч, отрубает ему голову, поднимает ее и смотрит, как убегают филистимляне, его враги. Во мгновение ока он увидел то, чего не видел больше никто. Они все смотрели на то, как он был вооружен, какой он был высокий, почти 3 метра. Они испугались того, что увидели, потому что они видели только это. А теперь посмотрите внимательно. Бог желает дать нам с вами способность видеть то, что не видно человеку при определенных условиях, о которых мы поговорим. Видите ли, с точки зрения Давида сражение уже закончилось. Оно закончилось еще прежде, чем он пошел к ручью за 5 камнями. В его сознании оно уже закончилось. А знаете почему? Потому что он видел уже пораженного великана. И почему так было? Потому что он говорил о человеке, который поносил живого Бога, и потому он выступил защищать имя всемогущего Бога с абсолютной уверенностью. Он не смотрел на его вооружение, он смотрел сквозь него. Он не смотрел на его оружие, он смотрел сквозь него. Он не слушал все бравые речи, что доносились с той стороны, он просто видел мертвого великана. Итак, что же он видел? Он видел то, что ему позволил увидеть Бог, то, что было недоступно глазу. Когда он это увидел, Голиаф все еще шел навстречу ему. И что же видел Давид? Он видел его мертвым. Он видел, как камень попадает в ту самую точку. Его мишень была лишь 15 сантиметров шириной. Может, в нем и было почти 3 метра роста, но мишенью были только вот эти 15 сантиметров. Вот то, что он увидел. И он видел, как Голиаф падает замертво. Сражение закончилось еще до того, как Давид пошел навстречу Голиафу. Вы скажете, стоп, подождите минуту.
Как же так? Но именно так все и произошло. Видите ли, есть 3 уровня веры. Есть вера, которая говорит: «Я верю, что Бог может это сделать, но не уверен. Я знаю, что Он это сделает, по крайней мере, для кого-то другого». Есть такой уровень веры, который говорит: «Это как бы уже сделано. Уже все решено». Когда вокруг себя мы не находим подтверждения чему-либо, то нет причины верить в это, если только Бог не дает вам способность увидеть это совершенным. Вот что дает такой тип веры. Вот почему Он выиграл это сражение. Вы скажете: «Ну и какое это имеет отношение ко мне?» А потом подумайте о том, как вы себя чувствуете и что думаете об увиденном, что вы слышали и чему научились. И тогда у вас появятся затруднения. Слушайте внимательно. Если вы молитесь о чем-нибудь, но не доверяете Богу, послушайте, вы молитесь о чем-то и, несмотря ни на что, доверяете Ему чуть-чуть. Если вы говорите: «Я знаю, что Он может и, может быть, сделает», то что-то не в порядке. А именно вот что. Пока вы молитесь такими молитвами, это не вера. И вот почему вы все еще беспокоитесь. Другими словами, вы говорите: «Я знаю, что Он может, я знаю, что Он сделает», но все еще переживаете. Присутствие этой доли беспокойства указывает на то, что вы до конца не доверяете Ему. «О нет, я Ему доверяю», но не до конца. Послушайте, если я попросил Его о чем-то и все равно переживаю по этому поводу, то я не доверяю Ему целиком и полностью. Солжет ли Бог? Нет. Вы скажете: «Предположим, я ошибаюсь и прошу не о том, о чем надо». Если и так, то Бог покажет вам вашу ошибку и поможет исправить ее. Бог ничего не скрывает. То есть Он хочет, чтобы вы в истинном свете видели то, что происходит в вашей жизни. Если вы искренне желаете познавать Его волю, Он ее вам явит. Ну, я не знаю, я спрашивал Его и думаю, что знаю Его ответ. Я говорю о том, что Бог мог бы золотом написать это, и некоторые все равно не поверили. Но я просто не знаю, а заслуживаю ли я этого. Итак, что же происходит? А вот мы молимся и молимся, не доверяя до конца, потому что о чем бы я ни молился, когда я полностью доверяю Ему, полностью вверяю что-то Его заботам, вот что происходит. Я перестаю просить Его и начинаю благодарить Его за это. Я перестаю просить, я начинаю благодарить Его за ответ. Давид видел итог еще до того, как подобрал камни. Он предвидел его еще до того, как отправился к царю Саулу. С его стороны дело уже было сделано. Он точно знал, что произойдет, потому что целиком и полностью доверял Богу. А теперь смотрите. Если по какой-то причине вы боретесь с чем-либо снова и снова, и не можете понять, что вообще происходит, другими словами, Бог не отвечает на вашу молитву. Это второе, что следует запомнить. То, что мы с вами не можем полностью доверять Ему, говорит о наличии в нашей жизни того, что в ней быть не должно. Почему? Почему я не могу полностью довериться Ему? Если в вашей жизни есть грех, то вы не сможете до конца доверять Ему. Есть такая закономерность. Вы можете оглянуться по сторонам и сказать: «Ну, здесь все правильно, и вот с этим все в порядке, и здесь все хорошо, но вот там есть немного огорчения, а вот здесь немножко непрощения, вон там чуть-чуть лжи, тут немного обмана в придачу, и список можно продолжать». Если вы хотите, чтобы Бог приумножил вашу жизнь, ваш мир и все остальное, что Бог может сделать в вашей жизни, все сводится к одному. Полностью ли я доверяю Ему? Если да, то я не мучаюсь, не беспокоюсь. И что происходит? Мы живем дальше. Размышляя об этом процессе, я понимаю, что есть очень важные, жизненно необходимые вещи, без которых не обойтись. Требуется несколько вещей, и первое — это чистое сердце.
Вторая вещь — это ясный разум. Здесь есть такая взаимосвязь, когда ваше сердце чистое, и в нем нет страха, греха, разум становится очень ясным. Вы начинаете видеть то, чего не могли видеть прежде. Поразительно, с чем христиане умеют уживаться. Мы терпим немного греха там и чуточку здесь, и совсем чуть-чуть вот здесь, и мы считаем, что если мы никого не убиваем и не прелюбодействуем, то с нами все в порядке. Нет, именно эти мелочи наносят нам поражение. И третье, его мотивы были чисты. Враг поносил воинство Бога Живого. Имя Яхве подвергалось поруганию. Языческий бог выступал против истинного Бога. Поэтому он сказал: «Ныне я убью тебя и сниму с тебя голову твою. И узнают все собравшиеся, что есть Бог в Израиле, и имя его Яхве. И все узнают, что Бог в Израиле». Его мотивы были правильными. Есть еще один важный аспект, и вам нужно научиться слушать Бога. Другими словами, если вы не знаете, как слушать Бога, то как вообще вы сможете узнать, когда Он скажет «свершилось»? Итак, наши молитвы должны идти от чистого сердца и ясного разума. Нам следует спрашивать: «Боже, какова Твоя воля в отношении такого-то вопроса?» Позвольте спросить вас, а когда вы молитесь? Ну, скажем, вы молитесь 10 минут. Сколько из этих 10 минут вы слушаете? Не правда ли, многие из нас не дают Ему и слова сказать? И еще одно, о чем я хочу упомянуть. Я часто говорю об этом, потому что считаю это очень важным. Когда в последний раз вы почитали святого Бога, встав перед Ним на колени в молитве, просто потому что Он Бог? Если бы Иисус вошел в этот зал, не захотелось ли бы всем нам пасть на лицо свое? Почему? Потому что Он святой Бог. Он Бог Вселенной. А мы сидим тут, что-то записываем, занимаемся своими делами и молимся, и ожидаем, что Бог совершит это и другое, и третье, и пятое, и десятое. Бог желает творить поразительные вещи. Сердце должно быть чистым. Мотивы должны быть чистыми. Вы обращаетесь к Богу Яхве. Вы обращаетесь к Владыке Вселенной. Вы приносите свои просьбы к живому Богу, который любит вас безусловно. Разве нет у Него права требовать чистого сердца, ясного разума и бескорыстных мотивов и всего остального? Итак, перед лицом врага Давид сосредоточен только на Боге. Теперь смотрите. Мир иногда извращает значение слов. И затем, когда мы употребляем их в речи, люди говорят: «Ты пользуешься мирской лексикой». Нет, послушайте. Когда у вас есть цель, и вы просите Бога о ее достижении, и представляете ее себе уже достигнутой, то таким образом Бог в тот момент дает вам способность увидеть сердцем, разумом и душой результат ваших устремлений. Вы скажете: «Разве может Бог так действовать в моей жизни?» Да. У Бога нет предубеждений. У Бога нет любимчиков. У Него есть близкие друзья. Те, которые желают жить в соответствии с Его волей и ходить Его путями. Хочу еще раз подчеркнуть, что в таком случае происходит в вашей жизни. Когда у вас есть вера, когда вы доверяете Ему до конца, это полное доверие. И в тот момент Он дает вам взглянуть на конечный результат, и вы знаете, что ваше прошение уже исполнено, потому как это сделал Бог. И что нам тогда делать? Жить во свете этого конечного результата. Но ваше сердце должно быть чистым, ваши мотивы должны быть правильными. Вам нужно подчиниться Ему, вам нужно дожидаться Его времени. Боже, как и когда Ты хочешь сделать это? Я принимаю Твою волю. Я доверяюсь Тебе. Сделает ли Он это для вас? Да, сделает. Если вы знаете, что просимое вами не противоречит Его воле, и вы просите: «Боже, дай мне способность полностью довериться Тебе», ответит ли Он на такую молитву? Да.
и ваша молитва преобразится. Я просто хочу бросить вам вызов. Не довольствуйтесь ворчанием на Бога и ситуативными молитвами то тут, то там, в надежде на то, что, может быть, Он услышит вас, а может быть и нет. Не слушайте своих друзей, отнеситесь серьезно к Богу, потому что самое восхитительное в христианской жизни — то, что мы с вами можем иметь близкие, личные взаимоотношения с Богом через Его Сына Иисуса Христа, через которого Он участвует в нашей жизни каждый день. Я хочу, чтобы Бог сделал в вашей жизни то, что Он желает сделать. Если только вы поверите Ему, Он это сделает. Итак, вы можете выбрать одно из двух: либо поверить Ему, либо сомневаться в Нем. Как победить, поверив? Как проиграть, усомнившись? Все так просто. Возможно, вы вообще не верующий, и тогда спросите: минуточку, а как все это работает для меня? Если вы не следуете за Иисусом Христом, то никак. Вот с этого нужно начинать. Вам нужно признать свою греховность перед святым Богом, попросить Его простить ваши грехи на основании того факта, что Иисус Христос, Сын Божий, пошел на крест, пролил свою кровь за ваши грехи, заплатил весь ваш долг сполна, и тогда это станет частью вас. Скажите: Господь Иисус, я принимаю Тебя как своего Спасителя сегодня. Я хочу, чтобы Твоя воля осуществилась в моей жизни. Что потом? Вы, как и все мы, начнете возрастать в христианской жизни. Значит ли это, что у вас сразу будет совершенная вера? Нет. Этому нужно учиться. Позвольте Богу привносить истину в вашу жизнь, и вы изменитесь навсегда. Так будет, если только вы попросите. Я молюсь о вас, чтобы вы научились полностью доверять Ему и увидели, как Он будет трудиться в вас. Отец, мы так благодарны, когда размышляем о Твоем величии. Ты вездесущий, всемогущий, всезнающий. Ты правишь Вселенной, и Ты желаешь иметь дело с такими, как мы. Мое сердце склоняется в смиренном почтении Твоей потрясающей воле. Дорогой Отец, пусть эта истина проникнет в сердце каждого человека, слышащего ее. Да не поколеблются они из-за неверующих или сомневающихся верующих вокруг них, но доверят, что Ты есть тот, кем Ты себя называешь. И Тебе приятно отвечать на наши молитвы. Я благодарю Тебя за это во имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Затрагивая мир страстью к Богу и состраданием к людям. Программа «Прикосновение» с доктором Чарльзом Стэнли предоставлена служением «Прикосновение Атланта». Эта программа увидела свет благодаря благодати Божией и верности наших партнеров по всему миру.